Ни одна река свою воду сам не пьет. Ни одно дерево свои плоды сам не кушает. Солнце не светится и свою теплоту сам не использует. И ни один цветок свой аромат сам не использует. Живите ради других, служите народу, служите Богу. Через тот талант, который Бог давал, служите людям, приближайтесь к Богу. Служение. Нету высшей цели, чем служение. Человек, который только работает, чтобы себя... Не переживайте насчет неудач. Каждая ошибка сегодня – это прибыль в будущем. Это прекрасная возможность для вас. В будущем будет идти борьба не за знания, это будет борьба за креативность, борьба за воображение. Все свой талант, все, что у вас есть, поделитесь. Тогда смерть слабо перед вами. Не то, что чья-то критика, не то, что чья-то борьба. Даже вы победите смерть. Смерть не может отнимать от вас доброе дело. Смерть не может отнимать у вас то деяние, которое вы делаете. Делите своей любовью, делите своим временем, делите своей мудростью, делите все то, что у вас есть в этом мире. Только тогда выйдешь за пределы рамка нужды, и ты станешь по-настоящему богатым, по-настоящему мудрым, по-настоящему успешным. Я бы пожелал каждому, кто сегодня слышит меня, чтобы ты жил как цветок. Если ты понял эту ценность, эту философию, о которой я говорил, ты будешь красиво жить, как цветок. Ты будешь, как солнце, всегда светиться. Руками солнце не закрываешь. Будут у тебя люди, которые тебя будут критиковать. Будут люди, которые тебя будут обсуждать. Будут люди, которые сомневаются в твои слова. Но ты будешь светиться и светиться. Будешь всегда на высоте. Потому что ты истину говоришь. И всегда, как река, ты будешь несущей жизни. И это прекрасная жизнь. Счастливая жизнь. Это надо просто понять и делать. Я думаю, что для понимающего человека то, что я говорил, это такой урок.